Ассаламу алейкум. В эфире программа «Неделя». В студии Ислам Ишов, и вот о чем расскажем вам сегодня. «Дари добро». В Чеченской Республике стартовала ежегодная благотворительная акция от Айшат Кадыровой. Все вырученные средства направят семьям чеченских бойцов, принимающих участие в специальной военной операции. Братство ради Аллаха. Чеченскую Республику посетили мюриды известного религиозного деятеля Ингушетии Баталхаджи Белхароева. خبعة قرآن ديشنا وأوكرين شهري طبعا خير باش بود سيجا ديالنا قحويكش بود دخل خير باش بجش ديرة تونكشان ديرة Отдали жизнь за свободу слова. В Чеченской Республике почтили память журналистов, погибших в период двух военных кампаний. Еще одно достижение. Чеченская Республика в очередной раз возглавила рейтинг субъектов России, жители которых наименее склонны к вредным привычкам. Наша республика функционирует 17 стадионов с трибунами на 1,5 более 1000 человек, 17 плавательных бассейнов, более 1000 плоскостных спортивных сооружений. Старейшины Урус-Мартановского района осудили поведение участников недавнего конфликта, которые не выполнили законные требования сотрудника госавтоинспекции. Напомним, инцидент произошел неделю назад в Урус-Мартане и получил широкую огласку в соцсетях. Последовала незамедлительная реакция главы региона, который в жесткой форме отчитал зачинщиков потасовки. После этого начались усиленные рейды по всему району для выявления нарушителей ПДД. Сюжет Мухаммада Жамлуллейлы. На этих кадрах, снятых в Урус-Мартановском районе, видно, как участники дорожного движения буйно реагируют на законные требования сотрудника госавтоинспекции. Рядом находятся десятки прохожих, просто наблюдающих за происходящим. На этот инцидент сразу же отреагировал глава республики Рамзан Хаджи Кадыров. В своих социальных сетях он опубликовал видеообращение, где заверил, что виновники будут наказаны по всей строгости закона. بورش وشول تك بورش هوا دان كان أورن دون دان سياسة ودنش كبوشون شش بورش دلا دان تك تخم تلقيت دست دان خوردشون دست دان سون دیره دان پول نشوش فیزیک شون دست توی دست دان آخ شو دان شدگی تیه دان یورشلم دان شش صد هاوش توی دان ili dan esvo dawa dan kitchen be ili dan as dabakter van ja spesielt dan ja polk gedushen dan ja gibbe de dan ja pure polk gedushen ja polk achmatraje dan gedushen ja bateron grozner gedushen ja şey expert for this denish ja gedushen dan Сразу после обращения главы на дорогах Урус-Мартана начались усиленные рейды по выявлению правонарушителей. В район также выехал и начальник управления госавтоинспекции МВД по Чеченской Республике Идрис Черхигов. Он доложил о задержании зачинщиков потасовки. Каждый день рейдовые мероприятия на территории Урус-Мартановского муниципального района. Пока они еще не научатся уважать сотрудников госавтоинспекции, сотрудников разных ведомств, и плюс пока они не научатся соблюдать правила. Виновников инцидента осудили старейшины, богословы Урус-Мартановского района и депутаты. В актовом зале одной из школ города собрались представители власти, духовенства и жители муниципалитета. Выступающие отметили, что необходимо проводить с молодежью разъяснительные беседы, а взрослые, ставшие свидетелями инцидента, должны были выразить свою гражданскую позицию, а не молча наблюдать за происходящим. Solier zaman cevap, balakla niyazla, dela sobandos, yurt yakını kaylaso, tepans yakını kaylaso, ver rayons yakını kaylaso, buluş voça. Aynısı zaten boş ki geçnavanda ve ukar halga ve de diyeste bu da olmayacak da boş yani nasıl diyeste bu. Ve hoş kaçı aladı uçkana şevek maslakı bu şevek kıyı çuğu az ne ar model şeşe a dolu da alı ilk što humşu ve narin hoçu aşmış ne narin model hoçu aşmış tekman boş narin model
هون مش تاكل شيء شو دول عالي طالع جينا رأيهم صديقي واقع. Волна негодования прошлась по всей республике. Жители региона осудили действия правонарушителей и бездействие зрителей данного инцидента. Инцидент произошел недалеко от этого поста. Теперь на улицах стоят не только сотрудники госавтоинспекции, но и представители других силовых структур Чеченской Республики, чтобы не допустить подобные случаи. Мухаммад Жамалыл, Адам Михаев, Аслан Вискаев. Неделя. С 15 декабря в республике стартовала ежегодная благотворительная акция «Дари добро». Ее инициатор – министр культуры Айшат Кадырова. Проект призван собрать денежные средства путем продажи елочных игрушек, которые идут на благотворительность. В этом году все вырученные деньги будут направлены семьям бойцов, принимающих участие в специальной военной операции. В акции уже приняли участие руководитель секретариата главы Чеченской Республики Хамзат Кадыров, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и руководители региональных СМИ. Акция Оршараха Айшат Рамзан проводите шо Дари добро дакахин вен магара в Украине был выжерши 2000 цебершна хошра кастан сан акцент не шо дака балах болчер бочер масала дона هو يعدا الوت مثلا ديرس لردرسون بالا دона Айшат доглоша мособери док хастерч авиошол Айшат на дерес ларзен далде абертки велдаки машкасол волка. В центральной мечети Ачхой-Мартана состоялась встреча мюридов шейха Илас-Хани, да будет возвышена его святость, с последователями известного религиозного деятеля Ингушетии Баталхаджи Белхароева. Гостей из соседней республики встретили муфтий региона Салах Хаджи Межиев и известный богослов Адам Шахидов. Собравшиеся рассказали истории из жизни великих устазов, об их тяжелой судьбе на пути распространения ислама и о том, какая милость от Всевышнего снизошла на братские народы благодаря их деятельности. دير صلوات صلى الله عليه وسلم دير يلشن سنة بعدولش أولا نقبع عدولش شيء موفق شيء قام بعدولش شيء سيدي غازوة دعد الله أق دنيا تسجل آخر تسجل خيس ولا أعمد عش شا حوال والشول بوخ شوه بول ديرة أو شيء بوخ اختره ويباشا رمضان عجندال دوخ ديكي دينا لار ديشتغلار لوش Последователи Баталхаджи Белхароева сообщили о прочтении 300 раз священного Корана, отдавая благодеяния за это главе Чеченской Республики. Также гости из Ингушетии раздали продукты и мясо жертвенных животных семьям участников специальной военной операции и малоимущим Ачхой-Мартановского района. ديلا جرجرشنا خلنا سان إحبو شارنا تفتنا شاشة ديق شيسة شداني تعمى قوادي ذات بدل حاجة يوسن تنحش قينا وقوما كرتك دعوانا وسن أعنا بوشنا خسا ليلو الششول خرطوا شاتن ريزي وات إموغي تردرش دات إش تريش بلاح شا تريس روشون إلا دوق أوندا دينا ودولشا أوندا قون خلي ثانية داق دين وجر الله ويقوم وجر الله إزدق لقاء داقوشا بچو خيقا بنيرة داق بيخ بوشاش حيزو شدو ألسارة بين بوش بولشو داق بالخمنا ويبچو جواب ديلا تو اشتقمال دينيرة تو نحجو بقي بيبش سمو در بدل عجيت احنا بوش بولناق مريدش تغنى اشتق مجدقي حق بحكنا شا أستاذ تأرخ دولو بچ حيث أرخه قبعة قرآن ديشنا وإيش أوكرين شهري دعوان خير بوش بول سيجا ديالنا قحيوكش بول داخل خير بوش بجش ديرا تونك شان ديرا بو بيستين شان ديرا اشتول بر الله ديلي ديوخش تعمل حاجين ديرا وداخل خير بولش الله يشرا تاق نقش يشرا وي إيمانا وجرش أهلنا يجرش أهلنا إشتا إيميل دعلوش مولد ديوشوش تاق ياسين ديوشوش إشتش سار قبع قرآن ختمة يرحيان إشتاق وي مفتيس دالك اسبيق مال وي اشتواشة توان خلوشة قيد ايه تعيلخ بع ختمة ايه توانا اسبع قرآن ختمة ميل دعاقيق وشا اشتبوه بقارة بچوشين دين خيل دوشتو سينا سو شي فوتين دوشتو غلقنا شان اسقاچا بارمحا اشداق لاس لارشين الا
В Грозном прошло мероприятие, посвященное памяти погибших журналистов. Говорили о деятельности сотрудников СМИ в период 2 военных кампаний и их подвиге. Участники встречи выразили соболезнования родственникам погибших. В завершении мероприятия они возложили цветы к памятнику сотрудникам СМИ, погибших за свободу слова. Подробнее расскажет Диана Хармуш. — 27 октября 1999 года. Дата, ставшая роковой для корреспондента газеты «Грозненский рабочий» Супьяна Эпендиева. В этот день журналист отправился для сбора материала в центр Грозного. Когда он был уже на месте, рядом прогремел взрыв. Ранения оказались несовместимы с жизнью. تدينا هو تعدالني ركيت شروه نق بازرت يغرش حلخ بازر يخلش حلخ بترمواينا линии تدينا ركيت штахм под это попал он он уж пробитый дуцнис пробитый они Супьян Эпендиев был корреспондентом и редактором в газетах «Голос Чеченской Республики», «Свобода» и «Грозненский рабочий». Он очень любил журналистику и все свое время старался уделять работе, вспоминает супруга Амнат. Я шорки всегда писал он. Писать шорки, он всегда писал. И их и я зела и поколение Сашата поколение мои и еще долго газет выписывать дорцу он день около стоп газет журнал он любил читать и писать. 15 декабря в республике вспоминали всех тех, кто так и не вернулся в редакцию с последнего задания. Почти техпамять собрались руководители и работники СМИ, общественные деятели, а также родственники погибших журналистов. Не только профессиональная обязанность, функциональная обязанность, долг перед республикой улицу, но ценой собственной жизни, рискуя здоровьем, жизнью, всем, что у него есть. Журналист в республике, больше сидульш направлений, его направление. Тана, он очень журналист, больше я Родным и близким безвременно ушедших коллег министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации передал ценные подарки. Позже присутствующие отправились к мемориалу погибших журналистов, чтобы возложить цветы. Во время 2 военных кампаний в республике погибло 100 сотрудников средств массовой информации, среди которых более 20 чеченских журналистов. Их подвиг навсегда запечатлен в истории чеченской журналистики. Самоотверженность и профессионализм каждого из них остается для нас примером и сегодня. Диана Хармуш, Адам Яхьяев, Аслан Вискаев. Неделя. В Чеченском государственном университете имени Ахмата Хаджи Кадырова также почтили память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Преподаватели кафедры журналистики рассказали студентам о мужестве и отваге сотрудников СМИ, работавших в период 2 военных кампаний. Студенты филологического факультета подготовили доклады и выступления. Приглашенные гости рассказали о работе журналистов в военные годы и о важности этой профессии в наши дни. Журналист, он может или же просто плыть по течению, тлеть или же гореть ярким пламенем, каждый день пытаясь приносить пользу своей республике, своему народу. И так как мы сегодня шагнули в информационный век, журналисты, блогеры, информационщики являются, наверное, становятся, эта профессия сама становится самой такой влиятельной, потому что самый главный инструмент влияния, который дан Всевышним человеку, является слово. Раз вы являетесь мастерами этого слова, значит, вы люди сильные. Всегда надо помнить, что от каждого из вас, от каждого очень многое зависит. В
Встреча, посвященная патриотическому воспитанию молодежи, прошла в стенах Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова. В мероприятии участвовали представители Духовного управления мусульман региона и Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Гости рассказали студентам о целях и задачах специальной военной операции, о воинском долге, а также о традициях и обычаях чеченского народа. В завершении встречи студенты юридического факультета задали гостям вопросы касательно причин проведения специальной военной операции на Украине. Мы сегодня видим, как наши бойцы, может быть, чьи-то братья, родственники, отцы, близкие люди, они защищают нашу республику, наш народ, но не только. Наши бойцы сегодня храбро сражаются с этими сатанистами, они защищают и нас с вами, сидящих в этом зале. Они сегодня защищают, они сегодня обеспечивают возможность для вас учиться, развиваться, заниматься собой, чтобы вы завтра стали хорошими, высококвалифицированными специалистами. Пенсионный фонд и фонд социального страхования объединят в единое учреждение. Новая организация будет называться Фондом пенсионного и социального страхования России и начнет работу с 1 января 2023 года. Это упростит процедуру выплат и позволит гражданам обращаться сразу за несколькими мерами социальной поддержки. Все услуги будут осуществляться в единых офисах клиентского обслуживания. Несмотря на предстоящие изменения, даты доставки начисления пенсий и пособий сохранятся. Граждане продолжат получать социальные выплаты, предусмотренные законодательством, в прежние сроки и по привычным адресам. Сегодня существует немало ситуаций, когда человеку для получения полного объема мер социальной поддержки необходимо обращаться в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Пенсия по инвалидности, например, выплачивается пенсионным фондом, а средства реабилитации выдаются фондом социального страхования. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающие мамы получают в фонде социального страхования, а материнский капитал в пенсионном фонде. Для распоряжения набором социальных услуг нужно подавать заявление и в пенсионный фонд, и фонд социального страхования. В пенсионном фонде о предоставлении набора социальных услуг, а ФСС о получении непосредственно самих услуг, например, путевки в санаторий. Объединение услуг фондов – это возможность быстрее и удобнее обращаться сразу за несколькими мерами поддержки в единый офис клиентского обслуживания. Все необходимые меры поддержки можно будет оформить в рамках одного окна, что позволит существенно сэкономить время граждан. В США провели исследование, которое показало пользу намаза для позвоночника, кровяного давления и сердечного ритма. В московском аэропорту Домодедово появилась комната для молитвы. Об этих и других новостях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». В одной из школ Флориды, США, произошел скандальный случай. Преподаватель негативно отозвался о намазе, который совершали учащиеся. Учитель охарактеризовал молитву как магический ритуал. На этой почве прошла волна негодований. Руководство учебного заведения заявило, что сотрудника уже уволили. Тем временем исследования, проводимые в США, доказали лечебные свойства намаза. Молитва оказывает на позвоночник воздействие, равное по силе терапевтическим процедурам. Также поклонение помогает стабилизировать кровяное давление и сердечный ритм. Этой теме была посвящена отдельная лекция в одном из американских институтов. В аэропорту Домодедово появилась комната для намаза. По неизвестным причинам ее двери часто бывали закрыты. Возмущенные верующие обратились с жалобой в духовное управление. На данный момент вопрос считается разрешенным в пользу мусульман. Стоит напомнить, что в столице России мало исламских храмов, из-за чего приходится молиться в неприспособленных местах. Один из популярнейших стримеров в мире, Даррен, не смог сдержать эмоции при посещении мечети. Парень недавно побывал в Объединенных Арабских Эмиратах, где прошла экскурсия по святыне шейха Зайда. Молодой человек признался, что от переизбытка положительных чувств едва не потерял сознание. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале.
Чеченская республика в очередной раз возглавила рейтинг субъектов России, жители которых наименее склонны к вредным привычкам. При его составлении учитывался объем продаж табачных изделий, алкоголя, число преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии, а также другие показатели. Аналитики объясняют слабую распространенность вредных привычек на Северном Кавказе сложившимся веками образом жизни, строгими исламскими запретами и национальными традициями. А еще потому, что почти половина населения в нашем регионе регулярно занимаются спортом и физической культурой. Репортаж Абдуллаха Батаева. Байсангур Асмаев занимается спортом с 7 лет. Юноша в отличной физической форме, а в его арсенале множество различных приемов. На тренировках выкладывается на все 100, оттого и впечатляющие успехи. Байсангур – чемпион России по вольной борьбе. Багаевский зал чуаяшу. Чуавы уже результат мой штаулу. 20-летний Дауд Базаев чемпионом России еще не стал, однако в его копилке множество других наград. Золотая медаль – лишь вопрос времени, уверен спортсмен. Борцовский зал не только приучил его к здоровому образу жизни, но и помог обрести друзей. Зал почти ахал часть времени занимает. Как здоровый образ жизни. Спортивная школа имени Деги Багаева открылась в 2012 году. За это время здесь воспитали чемпионов России и Европы. Всего же вольной борьбой регулярно занимаются 500 человек, в том числе сборная республики. Мы сейчас готовим команду, она практически укомплектована. С 18 по 20 декабря у нас состоится турнир, посвященный памяти мастера спорта, чемпиона мира Адлана Вараева, где примут участие сильнейшие борцы Дагестана, Осетии и ряд других республик. Команду мы планируем выставить 4 состава, то есть в порядке 40 спортсменов. Беркл Ордусон, Рамзан Ахматович, он может создать солярно, Гоша, а есть ремонт, душевой, каек, столов, у нас все функционирует. Спорт По данным Минспорта, 46% населения республики систематически занимается спортом и физической культурой. Это около 650 тысяч человек. Руководство создает для этого все условия. Так, в регионе работает 45 спортивных школ, 16 спорткомплексов и 9 школ Олимпийского резерва. А еще построено 58 воркаут-площадок даже в самых отдаленных районах. Также в нашей республике функционирует 17 стадионов с трибунами на 1,5 и более тысяч человек. 17 плавательных бассейнов, более 1000 плоскостных спортивных сооружений, около 700 спортивных залов. И надо отметить, что всего этого не было бы без всесторонней поддержки пристального внимания главы нашей республики. Согласно исламской религии, здоровье – это дар Всевышнего, который человек обязан беречь и которым он должен распорядиться наилучшим образом. Религия запрещает употребление всего, что вредит здоровью. И мол шулчунна, и дох шулчунна, и дах шулчунна, и дух шулчунна бохша на алт кайхенду. На алт кайхдару дуальча, и кар мол шултага дал шейх инхиятмах гейн вахкан болдурис. Иза на алт кайхдар бусал биняха уггар дакич канвай қалоршду. Ака тизак озар албакчар тонк озар олар حديغن حمقشل نو الله يشم دويس ملخ حبوس حديغن نو الله يشتلوما بوصل الدنيا ح إذا حرم لورشتو. По словам специалистов, регулярные занятия спортом приносят колоссальную пользу человеческому организму. Даже обычное соблюдение здорового образа жизни без каких-либо тренировок позволяет людям значительно улучшить самочувствие и повысить иммунитет к различным болезням. Абдулла Батаев, Магомед Тагаев и Ислам Аль-Султанов. Неделя. Защита прав человека, направления и пути развития. Межрегиональная конференция под таким названием прошла в Грозном. В ней приняли участие представители законодательной и исполнительной власти Чеченской Республики, общественники и религиозные деятели, в том числе из соседних республик. Они обсудили проблемы, касающиеся защиты человека в условиях угрозы миру и места общественных организаций в защите правопорядка. По итогу встречи была принята резолюция. Она закрепляет необходимость совместной работы регионов СКФО по противодействию информационной войне, которая ведется против России. Такие мероприятия позволяют формировать и объединять мнение
компетентных должностных лиц, компетентных общественных организаций и общественных деятелей на общее дело, на общее благо, на защиту прав конкретного человека и, конечно, всего нашего общества. Сегодня это очень важная тема, потому что вы видите, что вокруг происходит, вокруг страны нашей, что происходит на рубежах, поэтому здесь очень важно консолидироваться. В Чеченской Республике прошла благотворительная акция от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Малоимущие и остро нуждающиеся семьи со всех уголков региона получили от фонда свежее мясо. Сюжет Мухаммада Жамалуллейлы. Благотворительные акции в высокогорном Шаройском районе стали обыденностью. Очередные жертвенные животные от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова прибыли в село Кенхи. Мясо получат малоимущие и нуждающиеся. إيش دال ساق دويل مصو همانتير دال هر ساق بحنا مصو وچمنخ وينخشي قام حلق دولش ويمخكع بيركت لاتش خلش إيش ديحونا ساق قبل ديش شاش دع ديش دوي خايتق. В районе проживают люди разных национальностей. Все они благодарят президента регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Айману Несиевну и главу республики за заботу о нуждающихся. ساعدوا جيك شاري أني هرمسنا تون دوغنا خند عقوتش دوه بويسن زادي قهر جيك حدايتن دا ساعدوا السير وده إلى Это уже Сырноводский район. Несмотря на ночное время суток, мясо от фонда довозят прямо до дверей жителей. Да, саعدوا الويبتشا رمضان هر دو حد وحشلات سرسون سيخ دو يتسو. Малоимущие и нуждающиеся получили помощь от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова по всей республике. Мухаммад Жумалыл, Адам Яхяев, Ислам Али Султанов. Неделя. В Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации прошло заседание рабочей группы по делам казачества. Собравшиеся выступили с докладами о том, как проходит восстановление Терско-Гребенского казачьего общества, а также представили нового атамана. С вашего позволения я оглашу повестку сегодняшней нашей с вами встречи. Это представление вновь избранного атамана Терско-Гребенского окружного казачьего общества, Терского войскового казачьего общества товарища Коноплянникова Алексея Анатольевича. Алексей Коноплянников у нас доселе был руководителем Черленского казачьего общества. И позвольте поздравить Алексея Анатольевича с этим высоким статусом. Да. Вот, желаем вам успешной работы и хочу заверить, что все присутствующие всегда явятся вашими надежными опорами в решении вопросов казачества и улучшения самочувствия нашего казачьего общества. По окончании встречи Национальным культурным центром и автономиям региона вручили инвентарь. Передать такой подарок поручил глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. Всем приветствую всех. Хочу поздравить всех от лица главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. С Новым годом хочу вас поздравить. Желаю всем удачи, благополучия и много-много радости. Рады, что вы компактно, комфортно, в дружбе, в согласии проживаете в республике. Это наш общий дом, республика наш общий дом. Мы в одной семье здесь, и со стороны Министерства по национальной политике, внешним связям, печати информации мы всегда готовы оказать любую посильную помощь. У нас, в принципе, действует установка от Рамзана Ахматовича всегда поддерживать с вами контакт, всегда быть на связи, оказывать содействие, помощь, поддержку, что мы будем стараться делать.
В Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации прошло заседание Общественного консультативного совета при главе региона по межнациональным отношениям. Встреча состоялась под руководством заместителя министра Саидмагомеда Баширова. В ней приняли участие представители общественных организаций, научного сообщества и политики. Они подвели итоги деятельности совета, обсудили роль общественных объединений субъекта и планы на предстоящий год. Мы с гордостью можем доложить, что совет, общественно-консультативный совет при главе Чеченской Республики за этот год провел огромную работу. Основная наша деятельность, она заключается в том, чтобы в республике был мир, межнациональное согласие, межнациональное и межконфессиональное согласие. Собственно, этот тезис исходит из планов нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который всегда говорил еще в начале своего политического пути: моя основная задача – это межнациональный мир и согласие в Чеченской Республике. На этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей!